В начале июня в столице Коми ловили шумные и тюнингованные автомобили. Сразу несколько экипажей республиканского УГИБДД несли усиленное патрулирование центральных улиц Сыктывкара. Подозрительные машины тут же останавливали и проверяли, насколько они соответствуют требованиям технического регламента. Особый упор делали на светотехнику, выхлопную систему, колеса и лифтованную подвеску. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа. Репортаж Антона Булаева. Впервые в своей работе сотрудники дорожно-постовой службы применяли прибор шумомер, который уже этим летом поступит на вооружение почти в каждое подразделение региональной автоинспекции. Это довольно компактное устройство позволяет измерить уровень шума выхлопной трубы автомобиля. Если он превышает 96 дБ, водителю выписывают штраф и требуют устранить нарушение в 10-дневный срок. Этот довольно-таки приметный продукт отечественного автопрома инспекторы останавливают на улице Морозова. Уровень шума здесь в пределах допустимого, а вот проверку на техническое состояние «Желтая Лада» не проходит. Выявлены неисправности, такие как в фарах головного света установлены LED-лампы. Также в фаре находилась розочка непонятная. Дополнительно занижение транспортного средства путем установки заниженных пружин либо их спиливания. В данном случае это будет переоборудование транспортного средства. В отношении водителя будет составлен административный материал по статье 12.5, часть 1. Штраф предусмотрен 500 рублей. Также будет составлен материал на аннулирование регистрации транспортного средства. На устранение всех нарушений у любителя нелегальных переделок теперь есть 10 дней. В противном случае его «Ладу» снимут с регистрационного учета. Право ищем остановку. Право ищем место для остановки. Останавливаемся. Этого водителя тонированного «Шевроле» патрульный экипаж останавливает на улице Коммунистической. За рулем девушка. По ее словам, черная пленка помогает ей прятаться от ярких лучей солнца и посторонних любопытных глаз. С нарушением она соглашается и тут же снимает запрещенный тюнинг. Черные окна этих «Жигулей» также привлекают к себе внимание полицейских. Полностью тонированный седан инспекторы задерживают на улице Старовского. Сотрудник технического надзора сразу обращает внимание на дополнительное освещение, которое почему-то спрятано за решеткой радиатора. Что это установлено у вас? Это на дальний свет. Что это на дальний свет у вас такой интересный? Да я не знаю. Вы не знаете? Стояло уже. Водитель оправдывается. Дескать, автомобиль приобрел не так давно и просто не успел привести свою ласточку в порядок. Вот это рулевое управление транспортного средства. То есть колеса не двигаются вообще никак? Они нет. Сотрудник технического надзора вооружается специальным прибором. Люфтомером инспектор замеряет зазоры механизма рулевого управления «Жигулей». Результат оказывается вполне предсказуемым. Рулевое управление имеет большое отклонение, свыше установленных 10%, больше, чем в 2,5 раза. То есть минимальный люфт составил 27,5%. Что критично влияет на уровень управления транспортными средствами и, соответственно, на безопасность дорожного движения. Кроме того, значит, были произведены замеры светопропускаемости стекол. Также светопропускаемость стекол составила 4,5%, что также недопустимо, что менее 70, установлено техническим регламентом. Тонировку водитель устранил на месте. Сотрудники ГИБДД убеждены, опасных машин на улицах быть не должно. Поэтому «Жигули» с неисправной рулевой системой помещают на платформу автопогрузчика и увозят на штрафную стоянку. Забрать железного коня владелец теперь сможет только с помощью эвакуатора. Выезд на дороге общего пользования его машине теперь заказан.